Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 14 декабря, вторник. И этот день с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня в нашем выпуске мы узнаем, как встречают утро английские скакуны в республиканском цирке. А также мы узнаем, какой необычный школьник появился в школах Калининграда. Как робот-аватар ходит на уроки вместо второклассника. Также мы узнаем о конкурсе «Женский голос Арктики» и пообщаемся здесь в прямом эфире с лауреатом этого конкурса. Ну, а также мы подведем первые итоги и оценим первые работы нашего республиканского конкурса на оформление своего подъезда, своего двора и своей улицы. Также нас ждет очень много полезной информации, интересные, постоянные и любимые вами рубрики. Ну и, друзья, мы вам предлагаем, создавайте это утро вместе с нами. По номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как начинается ваша рабочая неделя. Рассказывайте, как прошли ваши выходные. А также, если у ваших родных и близких и дорогих сердцу людей сегодня какая-то памятная дата, поздравляйте их, и мы обязательно поздравим их на всю республику. Ну, а по традиции мы начнем с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 36-41 градус ниже 0. В Заречной группе минус 34, минус 46. В Южных в это утро минус 33 градуса, в Нерюнгри минус 36. В Вилюйской группе 39-43 со знаком минус, в Нижнеленских 36-43 ниже 0. В Западных 37-42 градуса мороза. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 30, минус 42 в это утро. В Янских минус 41 в Депутатском. Актированные дни объявлены в Батагае. В это утро минус 49 градусов. На северо-западе минус 37, минус 46. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 34 градуса ниже 0. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня без осадков ветер западный подует с порывами от 1 до 5 метров в секунду. Днем минус 31, минус 33. Ну что, долгожданный Новый год, до него осталось всего 18 дней. Я думаю, все просто замирают в ожидании этого главного праздника года. Этот праздник любят не только дети, но и взрослые. И помогает создавать настроение, то самое новогоднее, то самое предвкушение чудо. Это, конечно же, если пройти по улицам нашего города и посмотреть, как же все это красиво украшено. Друзья, наш телеканал объявил республиканский конкурс на лучшее оформление своего двора, подъезда, а также придомовой территории. Мы будем оценивать оригинальные идеи, художественную выразительность, использование технологий световой и иллюминационного оформления, наличие новогодней и рождественской атрибутики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря. Видео и фотографии отправляйте на почту «Утро Якутии» с указанием автора и местоположения дома. Имена победителей конкурса мы узнаем 24 декабря этого года. Победителей ждут ценные призы. Давайте создавать новогоднее настроение вместе с программой «Утро Якутии». Я думаю, да, интересный будет конкурс, тем более, что у нас призы, которые получат победители, находятся сегодня в этой студии. Можем с ними вас познакомить. Это очень полезные призы, которые будут полезны в любом доме. Те самые атрибуты, кухонная утварь, которая как раз-таки также помогает создавать новогоднее настроение. Так что, друзья, активнее принимайте участие. Одна из участниц уже показала нам, как оформили свой двор. Можем сейчас это видеть на наших телеэкранах. Инна Лисанги, жительница города Якутска. Сейчас покажет видео. Да, покажем чуть попозже, мы к этому чуть вернемся.
Да, и призываем вас, дорогие телезрители, участвовать в этом новогоднем конкурсе. Ну, друзья, давайте мы продолжим наш утренний эфир. Для работников Государственного цирка Республики Саха-Якутия сейчас начинается самая новогодняя пора. Для нас, для зрителей, цирк – это, конечно же, феерия, это эмоции, это какая-то радость и какие-то детские эмоции. Ну а вот для работников цирка это, конечно же, новогодний сезон. Кропотливая ежедневная работа. Ну а на репетиции английских скакунов побывала наша корреспондент Ирина Григорьева. Давайте посмотрим. Рабочий день цирка начинается в 7 часов утра. В это время дрессировщики и ассистенты отправляются к своим животным. Каждое утро Михаил подготавливает лошадей. Огромные глаза, бахрома ресниц и непростой характер. Английский чистокровный скакун Айхал самый старший, ему 15 лет. С удовольствием проходит утренние процедуры, ведь он получит любимое лакомство – вкусную морковку. Репетиция начинается с чистки копыт, лошадей и гривы. И мойки лошадей. Сегодня, впрочем, как и обычно, на манеже цокот копыт. Чистокровные скаковые, как на подбор. Статные, с блестящими гривами, горцуют по кругу. Кажется, вот-вот у них вырастут крылья. Английские скакуны Айхал, Нафаня, Тор и Бомбардир шагом, рысью и галопом оттачивают свою технику. В цирке, как и в спорте, ни дня без тренировок, особенно в пандемию. Дрессировщики отмечают, перед каждой репетицией лошадь нужно хорошо погонять, она должна хорошо пробежаться, размять свои мышцы. И каждое животное, кстати, участвует в разных номерах, поэтому дрессировщик работает с каждым по отдельности. Тренировка лошадей занимает очень много времени, отмечает опытный дрессировщик Мария Катакова. А у нее их 6. 4 скакуна, якутская лошадь и 1 пони. А после обеда она дрессирует собак, хасок и маламутов. Репетиция идет в бешеном темпе, но опытный дрессировщик полностью управляет скакунами. От синхронности лошадей зависит не только красота трюка, но и безопасность. Очень любят общение, сам факт движения для лошадей – это очень важно. Поэтому у них веселое новогоднее настроение. Выступать они полностью готовы, поэтому сейчас мы только оттачиваем свои навыки. Талантливые скакуны вместе выполняют сложнейшие трюки с красивыми названиями «балансе», «пассаж». И у каждого свой особый характер. Привезенный из Канады Тор уверенный и сильный, Бомбардир харизматичен, но пассивен, скакун Нафаня боязлив, но старателен, а горцующий пони может легко встать на дыбы и кого-нибудь укусить за гриву. Но благодаря опыту дрессировщика горделивые красавцы с улыбкой горцуют по манежу. В первую очередь моя задача – это объяснить лошади вообще, в принципе, чего я хочу от них. Начинаем с буквы А, как говорится, с начала алфавита, а потом заканчиваем буквой Я. Но если лошадь понимает, что я от нее хочу, она это делает с удовольствием и довольно-таки стабильно и с большой отдачей. Сейчас все артисты цирка в ожидании новогодних спектаклей. Кресла-портеры уже давно ждут своих зрителей. На Новый год мы готовим увлекательное новое представление с разными животными, с лошадьми, с собаками, с маламутами, с оленями. То есть, новое шоу будет довольно-таки грандиозным, скажем так. Дрессировщик Мария отмечает, лошади – социальные животные, и поэтому они скучают по аплодисментам, смеху и музыке. Чтобы им было не так обидно, по утрам, когда проходят репетиции, у манежа собираются сотрудники цирка и аплодируют четвероногим артистам. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Якутск. Аномально глубокий снег на Дальнем Востоке глубиной от 50 до 80 сантиметров является достаточно сложным помехой для зимовки копытных. Такая высота снежного покрова помеха для поиска питания и перемещения диких животных. По сообщениям из региона, браконьеры воспользовались ситуацией и беспомощностью животных, которые стали легкой добычей. Экологи отмечают, что эта ситуация отразилась на выживании и на воспроизводстве. Не все животные могут дожить до весны. Всемирный фонд охраны животных призывает заинтересованные организации уже сейчас начать активную работу по поддержке копытных животных.
Действительно, где-то аномальный уровень снега, где-то очень холодно, где-то очень тепло для этого времени года. А об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем Никитой Ивановичем Тананаевым. Доброе утро. Доброе Да, утро. Ведущий сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук и СФФУ. Доброе утро. Вот за это время, последние 10 лет назад, говорят, что у нас в Якутии стояли 60-градусные морозы. А последние годы, то есть последние зимы, минус 35, минус 45. Насколько в Якутии за последние годы как раз-таки изменился климат? Но он изменился ровно так, как вы это и ощущаете. Да, ну, конечно, надо разделять то, что мы измеряем на метеостанциях, и то, как мы чувствуем. Ну, память очень короткая. На самом деле, может быть, мы и не вспомним, как было раньше, но объективно данные наблюдения говорят, что климат изменился. Резко он начал меняться примерно в конце 90-х годов. Якутия большая, поэтому на разных метеостанциях это происходит по-разному. Где-то сильнее, где-то меньше. Это было постепенное изменение или это резко? Это довольно резкий подъем. Ну, резкий, насколько это природа может себе позволить. Да, ну, на 1,5-2 градуса в разрезе среднегодовых температур температура увеличилась. Но это я говорю про центральную Якутию, про Якутск. В Якутске даже чуть больше. В то время как, например, в западной и северо-западной Якутии климат практически не поменялся. Вот, Анабарский район, например, меньше подвержен изменениям. Но действительно, я помню, что это был год, когда я приехал в Якутск, первая зима. И первую зиму я следил еще в интернете, там мы все смотрели, минус 60, минус 62. А я был к этому не готов. Это какой год был? Это была зима 2009 года, 2009. 9-10. Это сравнительно недавно. Ну, а насколько вот изменилось? То есть вот эти вот 1,5-2 градуса, это и есть изменения на протяжении 10 лет? Да, так и есть. Это при том, что в Сибири температура воздуха повышается быстрее, чем во всей России в среднем. Это мы знаем из докладов Росгидромета, это официальные данные. Но тут вопрос в том, как перевести вот эти 1,5 градуса среднегодовых изменений, да, в ежедневные температуры. Ну, действительно, больше всего изменений мы заметили в октябре, и все жители Якутии также. Октябрь постепенно становится осенним, полноценным осенним месяцем. Увеличивается температура сильно, значит, позже выпадает снег. Ну, А с чем это связано? А мы считаем, что это связано с двумя причинами. Значит, первое – это естественная изменчивость климата. Ну, вы знаете, погода и климат вообще – это природа, которая кидает кости, грубо говоря, и много раз в секунду. И происходит много случайных выборов, и климатический процесс, ну, метеорологический, они происходят как-то случайно. Вот. Но есть более продолжительные тенденции, и они связаны с увеличением содержания в воздухе парниковых газов. Да, Лесные пожары, они как раз-таки могут влиять на это, на таяние ледников, изменение климата? О да. Ну, почти в прошлом году, в 2021, который почти закончился, пожары охватили не только Якутию, но и другие регионы мира в том числе. Ну, просто мы это, конечно, заметили лучше всего. И выброс диоксида углерода от пожаров в Якутии только за этот год примерно равен половине всего индустриального выброса СО2 от промышленности России за год. То есть одни горящие леса произвели половину того, что производит наша промышленность. Это очень много. А мы 5-й в мире производитель парниковых газов. И, конечно, это все влияет на... Ну, скажите, вот при Институте мерзлотоведения есть лаборатория по изучению изменения климата. При университете. При университете, да, прошу прощения. А какие исследования сейчас занимаются ученые? Вот как раз сейчас мы и пытаемся, с одной стороны, оценить те тенденции, которые наблюдались за последние десятилетия, количественно, да, конкретно сказать, не только в разрезе годов, а еще и месяцев. Да, то есть как изменился каждый месяц на разных метеостанциях, чтобы охватить всю территорию. И что нас интересует больше всего, это какие прогнозы, что дальше будет. Вот. Есть работа, которую мы... И какой же прогноз? Какая у нас будет зима? Эта зима? Да. Эта зима пока, по прогнозам Росгидромета, будет сравнительно теплой. Положительные аномалии температур на всей территории Дальнего Востока и Сибири до 3-5 градусов выше нормы. Новый пуховик можно не покупать. Это Пока подождать. замечательно. Это самая лучшая новость за это утро. Большое вам спасибо. Встретимся с вами еще Большое раз. Спасибо вам большое. Друзья, ну очень хорошие новости, а мы
Приглашаем нашего новостного обозревателя, который расскажет о новостях в мире, в республике и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Якутлесресурс ведет реализацию живых новогодних деревьев. В продаже имеются сосны от 1,5 до 2,5 метров. Цены варьируются в зависимости от высоты дерева. Так, сосна до 1,5 метров стоит 600 рублей, до 2 метров 900 рублей, а выше 2 метров продается за 1200. Помимо сосен представлены и кедровые стланники. Деревья привозят из разных районов республики. В среду ожидаются поставки ели. Продажи новогодних деревьев будут вестись до конца декабря. Покупают сейчас, пока выбора много, и хранят на балконе. И потом заносят, кто как ставит, за неделю или, может, за 2 недели до Нового года. И распускается елка. Если на воду ставите, то можно туда добавить глюкозы, сахара, аскорбинки на воду. А на песок, то никаких этих нету таких. Она до Старого Нового года будет держаться. Условный минимальный набор для празднования Нового года, состоящий из искусственной ели, гирлянд, елочных шаров, звезды, мишуры, бутылки шампанского и мандаринов в ноябре подорожал на 19%. По данным аналитического ресурса «Чек-индекс» оператора фискальных данных платформа ОФД, стоимость такого набора составила почти 5000 рублей. При этом выросли и продажи каждого товара в составе набора. Также отмечено, что в прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега россияне неактивно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. Ростуризм объявил сроки нового этапа программы туристического кэшбэка. Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Об этом объявили журналистам в Федеральном агентстве по туризму. Отмечено, что отправиться в поездку можно будет уже с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. В этот раз программа туристического кэшбэка охватит вторую половину зимы и почти всю весну. Туристы могут забронировать туры на горнолыжные курорты, культурно-познавательные поездки и путевки в санаторий. Впервые в региональном чемпионате WorldSkills Россия, который пройдет в республике с 13 по 24 декабря, представят 15 компетенций, в том числе по традиционным отраслям Севера. В 10-м открытом чемпионате примут участие около 1500 школьников, студентов колледжей, техникумов и людей старшего поколения. В этом году соревнования пройдут на 32 площадках в 11 районах Якутии. Среди новых компетенций заявлены хозяйка чума, оленевод-механизатор и обработчик рыбы. Также появятся новые площадки на базе мастерских, открытых в рамках нацпроекта образования. Кроме того, по итогам демонстрационного экзамена Якутия вошла в 5 регионов-лидеров по подготовке выпускников профессиональных образовательных организаций. Большое спасибо, Сергей. Друзья, доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами, а также тем, кто только присоединился. Друзья, до Нового года остались считанные дни, 18 дней, и мы запустили республиканский конкурс. Мы предлагаем всем зрителям нашего телеканала создавать это новогоднее настроение. По нескольким категориям мы оцениваем оформление придомовой территории, также подъезда и квартиры. И у нас уже есть первые участники. Мы предлагаем сейчас посмотреть на работу, которую прислала Инна Лисанги. Это жительница города Якутска, проживает по адресу Ильминская, 55/2. Вот так вот красиво украшено. Очень красиво. Видно, что люди действительно постарались, и даже если очень рано на работу собираешься, даже если идешь на работу в 5 утра, проходя мимо вот этой арки, настроение сразу улучшается, и такое хорошее. Друзья, принимайте активное участие. Заявки принимаются до 22 декабря, а 24 декабря мы уже подведем первые итоги. Свои работы отправляйте к нам на электронную почту utroyakuti@mail.ru. Да, ну а вот эти призы ждут участников конкурса и, конечно же, победителей. Призы у нас находятся сегодня в нашей студии, можно с ними ознакомиться. Я думаю, что для вашей кухни, для дома это будут очень-очень полезные и приятные вещи. Ну а в школе будущего в Калининградской области появился необычный ученик.
Робот-аватар посещает занятия вместо второклассника. Такой технологичный формат обучения придумали для детей, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать на очных занятиях и на долгое время оказываются оторваны от учебного процесса. Так случилось и с Савелием. Второклассник получил серьезную травму позвоночника и полгода вынужден придерживаться постельного режима. Теперь вместо него в школу ходит, а точнее ездит робот-аватар. И даже не удивлены, а мы испугались все. Как-то так странновато было. Вот. А затем он подъехал, услышали его голос, и все как и было. Это ребенок такой активный. Во-первых, очень хорошо учится. Сам вот у него много друзей, и для него был большой стресс остаться дома одному. И когда мама уже говорит: Наталья Анатольевна, вы не поверите, когда Сава увидел ребят, и что вот он услышал голос учителя, что он почувствовал, что он в этом классе, вот, это было все. Это вот, восторг. Они испугались необычного электроника на своих уроках, но, услышав голос Савелия, быстро приноровились к такому формату занятий. По словам учителя начальных классов Натальи Латышевой, для энергичного второклассника подобного рода дистанционка была необходимостью. И как мы можем видеть на экранах, даже школьник-робот уже завел своих друзей-одноклассников. Дети активно к нему подходят, им всем очень интересно. И ребенок, даже если не может посещать школу, все равно он общается со своими сверстниками. Слушай, мне кажется, это такое уже начало. Представляешь, через несколько лет вместо ведущих в эфире будут сидеть роботы. Самое главное, конечно, чтобы они говорили правильно. А для этого наша следующая рубрика. Доброе утро, дорогие телезрители! Как мы называем процесс передачи сообщений от одного человека к другому? Когда один человек, выслушав, помолчав, подумав, сообщает что-то своему собеседнику. Скорее всего, большинство из вас скажут слово «беседа». Действительно, разговор, передача информации называется беседа. А вести беседу мы с вами скажем «беседовать». Но так скажем только мы с вами, носители литературного языка. А вот жители Тамбовской области скажут «музюкать». А еще у глагола «музюкать» есть однокоренное существительное – «музя» или «муся». Так жители Петербурга в XIX веке называли рот или губы. Поэтому в то время в ходу были такие выражения, как «дай музю», то есть «поцелуй», или «утри мусю». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире передача «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Мы напоминаем еще раз, что у нас есть номер WhatsApp. Мы работаем в прямом эфире, принимаем ваши предложения и поздравления. Одно из поздравлений хотелось бы сейчас зачитать. Дорогих сестру Аришу и невестку Олю, многодетную мать, сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем им крепкого здоровья, успехов во всем и всегда, счастья, радости. Пусть их жизнь будет полна любовью близких родных. Любим, целуем. Из села Росолода, Мегина, Кангаласского Улуса, семья Яковлевых. Ну а мы присоединяемся к этому поздравлению. С удовольствием присоединяемся. Кстати, 14 декабря родился один из самых знаменитых прорицателей, кстати, имя которого стало нарицательным. Ты догадываешься, о ком я? Ну, мне кажется, это Нострадамус. Да, действительно, это Нострадамус, или, как правильно его звали, Мишель де Нотр-Дам. И, кстати, если ты не знал, то кроме своей книги прорицаний, он еще и выпустил поваренную книгу, которая так и называлась «Трактат о косметике и консервах». Очень интересное сочетание. Ну, а какие еще даты, события, связанные с сегодняшним днем, давайте посмотрим далее. На календаре 14 декабря. Сегодня отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, День обезьян и День бесплатной доставки. По народному календарю в этот день почитают память пророка Наума. В старину к этому дню завершалась сельскохозяйственная работа, и детей отправляли на учебу.
По традиции, первое знакомство с учителем начиналось с 3 ударов розгами. После этого ученики приветствовали своих наставников 3 поклонами. Матери расплачивались с учителями за их работу курами, яйцами и другими продуктами. Считалось, что если в этот день переливаются звезды на ночном небе, то скоро будет вьюга. В этот день в Москве на Красной площади торжественно открыты верхние торговые ряды, ныне торговый комплекс ГУМ. Состоялось опубликование учения Макса Планка о квантовой механике. Экспедиция Руоля Амундсена впервые достигла Южного полюса. Постановлением Политбюро ЦК ВКП утвержден государственный гимн СССР. Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин подписал постановление о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды и основала там временную станцию «Полюс недоступности». Начала вещание российская музыкальная FM-радиостанция «Наше радио». Во Франции открыт виадук Мийо, самый высокий мост в мире. В этот день родились Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель. Зинаида Волконская, русская княгиня, писательница и поэтесса. Николай Щербина, русский поэт. Георг VI, король Великобритании. Николай Басов, советский физик, академик, нобелевский лауреат. Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Именины в этот день отмечают Дмитрий и Антон. Ну а Действительно, исследователи, да. Богатый на события день. А исследователи из университета Цукуба, Япония, нашли интересный способ, достаточно легкий, как можно повысить настроение и интеллект. Для этого достаточно 10-минутной пробежки. Да? И поэтому я думаю, что тренерам из Алдана удастся воспитать большое количество позитивных и замечательных ребят. А еще они готовят будущих спортсменов. Сезон соревнований по лыжным гонкам в разгаре. Спортсмены выходят на трассы, чтобы побороться за первенство команд. Ну и, конечно, как же зажигаются звезды спорта. Это долгосрочная, планомерная работа всех тренеров, которые передают ребенку мастерство и поддерживают в нем уверенность в своих силах. С тренером из Алдана встретилась Ирина Пономаренко. В спортзале лыжной базы «Снежинка» очередная тренировка. При выполнении комплекса упражнений работают все группы мышц. Тренировки у юных спортсменов проходят несколько раз в неделю. И к напряженному режиму будущие чемпионы лыжного спорта привыкли. Я очень давно занимаюсь спортом, с 6 лет. Сначала на фигурном катании, потом легкая атлетика, потом хоккей. Но потом пошла на лыжи, и мне очень понравилось. Родители немного занимались, и решила просто попробовать. И как-то все вот так вот пошло. Заместитель директора «Снежинки» и по совместительству тренер Ирина Вячеславовна – потомственная лыжница. Ее родители – действующие спортсмены и известные в Алдане тренеры Анна и Вячеслав Пономаренко. Лыжный спорт – это образ жизни семьи. Дочь пошла по стопам мамы и папы, едва научившись ходить. У меня выбора не было, у меня родители тренера, это такой хороший у меня пример, и как вот привели меня в спорт, и теперь хочется тоже продолжить их дело, поэтому мы этим прям, можно сказать, болеем, живем. Вообще у нас история в семье спортивная очень-очень издавна идет. Еще Ирина бабушка занималась велоспортом, мастер спорта в этом виде спорта. Она у нас еще имеет кандидат в мастера спорта по лыжам. Со стороны папы Иринова тоже бабушка занималась лыжами, тоже разрядница. После разминки в спортзале группа продолжает тренировку на трассе. В общей копилке команды немало завоеваний и побед. А стартовавший сезон зимних видов спорта готовит ребятам немало новых испытаний. Да, есть уже подающие надежды, есть уже действующие чемпионы республики. А сейчас у нас ребята находятся на выезде в городе Сыктывкаре с Вячеславом Леонидовичем, и мы держим за них кулачки. Я считаю, что Анна Юрьевна и Ирина Вячеславовна, наши тренера, самые лучшие, самые добрые.
Стоит отметить, что в юности Ирина не связывала профессиональное будущее с тренерской работой. Освоив экономические премудрости, она собиралась оставаться в лыжном спорте, как говорится, для себя. Однако призвание оказалось сильнее. Посидела в офисе, поняла, что это не мое, потому что это очень тяжело, когда ты всю жизнь как бы двигался, потом сел на попу и как бы, легкое удивление. И посидев так, поработав, поняла, что все-таки тянет в Алдан, тянет домой, тянет именно в лыжи, потому что работа с детьми – это, конечно, такой мотор, двигатель, это всегда заставляет тебя двигаться и соответствовать ребятам, которые занимаются. Спортивно-педагогическую деятельность Ирина нашла увлекательной и очень интересной. С детишками у тренера полное взаимопонимание. А успехами воспитанников Ирина Вячеславовна гордится. Обычно говорят, что тренера учат детей. На самом деле мы очень много набираемся сами от наших воспитанников, потому что они нас тоже учат и заставляют смотреть всегда вперед. Время вносит свои коррективы и в разговорный жанр, так скажем, и в спортивные какие-то вещи. Мы за ними стараемся не отставать, и поэтому нам тоже в силу своей профессии приходится за ними успевать все делать. Передавая практическое мастерство, наставники постоянно поддерживают в воспитанниках мотивацию к достижению целей и уверенность в своих силах. Звездочки лыжного спорта, педагоги-снежинки, говорит Ирина, зажигают вместе. И успехи юных лыжников становятся наградами для всех тренеров. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто только присоединился, а также тем, кто просыпается и включает первым делом телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха» ради нашей программы «Утро Якутии». Друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Также вы можете создавать настроение вместе с нами по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Пишите нам на WhatsApp, рассказывайте, как прошли ваши выходные, рассказывайте, как начинается ваша рабочая неделя, как вы готовитесь к Новому году, а может быть даже делитесь какими-то секретами, лайфхаками. Может быть, у вас есть интересные идеи новогодних подарков своим родным, близким, коллегам. Ну а если у кого-то из ваших родных и близких памятная дата, именины или день рождения, также пишите к нам на номер WhatsApp. Мы поздравим их в прямом эфире. Но у нас есть поздравления с наступающим праздником, с Новым годом. Доброе утро. И, кстати, очень приятное сообщение. Доброе утро. Мне очень нравится ваш канал. Поздравьте, пожалуйста, с наступающим Новым годом моих детей и внучат, всех учеников и их родителей, подруг и родственников. Я преподаватель на пенсии. Пожелаю всем хорошего здоровья, терпения, успехов во всем и, конечно, отличного настроения. Всем и ведущим канала Рахматуллина Надежда Егоровна. Спасибо. Такое замечательное поздравление. Большое спасибо, Надежда Егоровна. Действительно, очень приятно и от ваших учеников, вашим ученикам получать это сообщение, внукам, родным, близким и, конечно же, нам. Ну, друзья, утро – это время, когда надо обязательно позавтракать. Кстати, в эти выходные в Москве завершился фестиваль «Вкусы Арктики». Давайте узнаем, как это было. 800 тысяч озер, 2 миллиона километров рек, 1370 метров составляет глубина вечной мерзлоты. Это все о Якутии. На таких мультимедийных стендах, напоминающих айсберги, разместилась вся актуальная информация об арктических регионах и даже странах. Вот, например, стенд Исландии, страны льдов и снега. Именно от Исландии в этом году представительство в Арктическом совете перешло к России. И сегодня все говорит об устойчивом развитии, сохранении наследия и культуры арктических общин. В деловой части Food Event презентовали уникальный проект «Яллу» – книгу, созданную молодежью Арктики о традиционных блюдах сразу 16 коренных народов мира. Мы защищаем знания о продуктах питания коренных народов, сохраняем их для будущих поколений. Несколько лет назад собрались 50 молодых людей, большая делегация со всего севера и, конечно, из Якутии, и начали общаться с пожилыми людьми о традиционной еде коренных народов. Эти знания в этой книге. Именно через сохранение культуры питания мы показываем уникальность традиции и говорим о многообразии культур, отмечают участники фестиваля. Проект «Яллу» важен для развития всей арктической территории.
Мы видим, что работа России идет от сердца в плане поддержки коренных народов, в экономике, в устойчивом развитии Арктики. Сегодня мы также вместе говорим об изменении климата, его изучении, обсуждаем много действительно важных тем. Я из Канады, и я думаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. Объединить креативные силы стран в решении проблем устойчивого развития регионов Арктики будет возможно и на Северном форуме, который пройдет в Якутии уже в следующем году. Северный форум устойчивого развития, он пройдет в сентябре, в конце сентября. Я с удовольствием приглашаю всех представителей молодежи, коренных народов Севера, всего мира, и вот с тех, с кем я сейчас встречаюсь, представителей, к нам в Якутию на этот форум. Самое ожидаемое событие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конечно, гала-ужин. Якутия, как инициатор и хедлайнер мероприятия, открывает его. Гостям подали королеву стола – индигирку из чира с икрой и сусальным золотом. Самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой. И, конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Уруэхал! Всего же фестиваль «Вкус Арктики» будет работать 2 дня. Ее участниками стали все представители российской Арктики и зарубежных стран. В программе мастер-классы от именитых шеф-поваров и представителей КМНС, дегустации блюд, концертные номера. Ключевое событие – кулинарный марафон арктической кухни. На фестивале представлено все самое лучшее и все самое вкусное. Каждый здесь выбрал тот регион, который он захочет посетить. Наша задача – это не только накормить, но и привести к себе. И я уверена, что это послужит также развитию гастротуризма в Российской Федерации в целом. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии». Этот день мы начинаем вместе с вами в студии Полина Долинская и Руслан Ачиров. Руслан Ачиров, да, друзья. И очень приятно, что вы просыпаетесь вместе с нами и делитесь хорошим настроением вместе с нами и помогаете его создавать нашим телезрителям. И на наш номер WhatsApp пришло еще одно теплое и приятное сообщение. Да, действительно, но в этот раз уже поздравляет своего преподавателя по китайскому языку Северо-Восточного федерального университета ИСФИР Ардахову Туяру Валерьевну с наступающим Новым годом и желает удачного дня. Причем имени нет, написано «Ваша студентка». Кстати, Туяру Валерьевну я тоже знаю, мы вместе учились на факультете иностранных языков. Тоже присоединяюсь к поздравлениям и хотелось бы также поздравить и весь коллектив факультета иностранных языков. Сейчас он называется по-другому ИСФИР. Вот, с наступающим праздником. Да, друзья, делитесь своим новогодним настроением. Ну и, кстати, как показывают сами социологи, между прочим, провели некоторые исследования и говорят, что вот когда становишься старше, новогоднее настроение, оно как-то притупляется. Нет вот этой атмосферы, когда в детстве ты в предвкушении пишешь письмо Деду Морозу, ждешь вот это вот, смотришь в окно, ждешь вот эти следы под окном, что Дедушка Мороз придет. И этому есть логичное объяснение, что раньше чудо нам создавали родители, сейчас чудить мы должны сами. Так что, друзья, берите на вооружение некоторые полезные советы и лайфхаки, как можно создавать себе новогоднее настроение. Так как до Нового года у нас осталось 18 дней, на каждый день можно придумать себе маленький какой-нибудь приятный бонус, который можно совместить и делать вместе с семьей, а также и самому. Самое простейшее – это, конечно же, установить на заставку экрана какие-нибудь новогодние обои. Каждый раз, когда вы будете держать телефон в руках, вы будете видеть тот самый рождественский венок, настроение будет подниматься. Если вы еще установите на звонок или на будильник какую-нибудь рождественскую мелодию, то это будет просто комбо. Также с семьей вы можете приготовить что-нибудь вкусное, например, постряпать те же самые имбирные печенья. И, кстати, вот такие вот атрибуты для кухни, допустим, как вот такие красивые тарелочки, они также помогут вам создавать вот эту новогоднюю атмосферу, новогоднее предвкушение. Благо сейчас в любом магазине нашего города на любой вкус, на любой цвет, просто по интерьерам вашей кухни вы всегда сможете найти то, что вам необходимо и то, что вам нравится больше всего.
Также вы можете украсить квартиру, но как-нибудь украсить ее оригинально. Допустим, можно в год, у нас следующий год тигра, вы можете ее украсить какими-то такими вот подушками для диванов, для кресел. Очень удобно, во-первых, красиво, во-вторых, мягко, всегда можно отдохнуть, и символ года. Ну, и я думаю, если вы еще верите в приметы, то тигр будет очень доволен и будет очень рад. Но это вот такие вот советы, которые я сама активно ими пользуюсь и знакомым своим друзьям рекомендую, советую. У тебя есть какие-нибудь? Ну, действительно, да, нужно готовиться постепенно к наступающему празднику, чтобы так вот по нарастающей к 31 декабря вы были готовы к встрече Нового года. В этом году мы встречаем 2022 год. Год голубого водяного тигра. А еще, кстати, очень хороший совет, который подойдет абсолютно всем. Друзья, вы можете со своей компанией, с семьей, а также с друзьями или, может быть, с близким кругом коллег, вы можете устроить домашний кинопросмотр каких-то рождественских комедий, фильмов. Тут уже на ваш выбор. Кому-то настроение новогоднее создают советские фильмы, кому-то зарубежные, либо можно посмотреть... Кому-то один дома. Один дома, а кто-то смотрит паром. первые 2 части Гарри Поттера. В общем, друзья, создавайте настроение себе, своим родным, близким, а мы готовы делиться с вами настроением каждое утро. Действительно. Слушай, а ты как думаешь, когда самое время ставить новогоднюю елочку? Ну, это все очень индивидуально. Раньше, в моем детстве, мы всегда ставили ее только 31 декабря. А, прямо в день, да. То есть мы занимались устраиванием елки, украшением квартиры. В этот момент мама, она занималась как-то нарезкой салатов. Может быть, она крабовые палочки как-то так от нас постаралась обезопасить. Но в своей жизни мы стараемся делать это, ну, как-то накануне, недели за 2. Ну, я думаю, что можно было уже, в принципе, ставить елки. Я, кстати, дома еще елку не поставил. Обязательно нужно будет поставить в эти дни. Но вот у нас студия уже украшена очень красивыми елочками, которые радуют нас каждое утро. Я думаю, также радуют и наших Дирижер Николай Петров. Итуллар сире өксөкүллах өлөксөй атынан наруаттар доғырдығыларынде. Дораба күшанларын өргөй ақал мешелері тоско. Саңа жылы акцияларын туғынан кәпсәрі. Үстенчетін тарда қатын тақсыны он төк күнігір тойыта бейс оны беберис анянар ұрозы кірігер купонылард. Дәтім дақтар әкәтесірі. Алло, на, таңа сындары әппеті. Он мұның бандық брифейн бол бадақ. Тәтемтен алавам біле, интаңанар бадым дедігінді. Поспешите подготовить свой дом к Новому году вместе с Ростор. Новый год уже близко. Купите новогодние подарки с живым поздравлением от Чесхана и станьте участником супер-розыгрыша. Выиграйте робот-пылесос или 20 тысяч рублей наличными. Ценокос магазинга саңа жылларга бары табар. Асты кутуяр таңа көжүстәк бытовой химия, оғылырға оңюр делея. Ehit комос араға. Ценокос устук дердемилге барыста коруй.
Шикарная распродажа от зимней сказки. Город Киров. Скидка на все шубы до 50%. Нерингли 14 и 15 декабря с 10 до 19 часов. Центр культуры и досуга имени Александра Сергеевича Пушкина, проспект Дружбы народов, 14. Головные уборы по 1000 рублей. Пальто из шерсти качества люкс. Надо торопиться, если хотите заселиться. 2- и 3-комнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1 33 13 28. Микрорайон Звездный. Это школы, детские сады, поликлиника, безопасные дворы без машин, идеальная комфортная среда обитания. Звездный. Место, где хочется жить. Справки по телефону 506 999. Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями. Таксист Эдуард Асадулин из Уфы помогает детям и всю прибыль за последний день каждого месяца перечисляет пациентам местной больницы. По словам Асадулина, в Республиканской детской клинической больнице он оказался еще до работы в такси. Эдуард сказал, что именно в тот момент дал себе обещание тратить деньги не только на собственные нужды, но и на помощь юным пациентам. Позднее к сбору денег присоединились неравнодушные люди. Подключились мои друзья все с Инстаграма. Сарафановое радио заработало, начали все это выкладывать в соцсетях, в СМИ. Количество друзей в Инстаграме начало прибывать, люди начали наблюдать за моей жизнью еще больше и начали присоединяться. То есть я вам могу сказать, совместная общая сумма первая, какая была помощи, 31 тысяча люди собрали в первый месяц. Это было в сентябре. По словам Эдуарда, прежде всего он покупает товары первой необходимости из списков, которые присылают родители пациентов. Он объяснил, что собранные деньги делят поровну для каждой семьи по количеству детей. В ближайшее время около 40 детей получат примерно по 8 тысяч рублей. В предыдущем месяце Эдуарду удалось собрать 120 тысяч рублей за один день. Сейчас же общая денежная сумма составляет 347 500 рублей. Действительно молодец. То есть, в принципе, не так сложно, да? То есть один день поработал и отдал деньги на доброе дело. Как говорится, не нужно быть волшебником, чтобы делать добрые дела. Да, я думаю, что если таких людей будет больше, то, конечно же, чем больше таких людей, тем лучше. И самое главное, каждая семья, каждый ребенок в этот Новый год получит новогоднее чудо. А вот интересный, кстати, флешмоб произошел в США, где сотни граждан нарядились в костюмы Санта-Клаусов, вышли на улицы города и делились хорошим настроением. Давайте посмотрим. Склоны и подъемники на курорте Санда-Рива в штате Мэн на северо-востоке США в воскресенье были заполнены весельчаками, одетыми в фирменные костюмы Санты с белой меховой отделкой. Среди 232 лыжников и сноубордистов в красном был один спортсмен в зеленом костюме Гринча, вдохновленный книгой доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». 21-е ежегодное воскресенье Санта-Клаусов на местных склонах принесло не только радость окружающим, но и деньги. В этом году, благодаря его проведению, удалось собрать $4640 для фонда «Ривер», благотворительной организации, которая знакомит молодежь с преимуществами отдыха на свежем воздухе. В тот же день 1,5 десятка любителей падл-серфинга в Дублине отправились на реку Лифи, одетые в костюмы Санты и других рождественских персонажей, вроде оленей и снеговиков. Свой заплыв они совершили в надежде развеселить зрителей, а также пообщаться с другими гребцами. Спортсмены украсили свои доски и весла надувными игрушками и гирляндами. Они махали людям, наблюдавшим с берега и мостов, и звонили в колокольчики. А в Праге дети выстроились в очередь за угощениями от Святого Николая на Староместской площади, когда взрослые готовились к очередному Рождеству в условиях пандемии. Власти сообщили об одном из самых высоких в мире показателях смертности на душу населения. В обычные годы актеры, одетые как Святой Николай, ангел и дьявол, ходили от дома к дому, раздавая маленькие подарки детям и слушая, насколько хорошими или плохими они были за последний год. Но на этот раз святой был один. «Дьявол и ангел на карантине», сказал актер Петр Новак.
Муниципалитет Вифлеема открыл рождественскую ярмарку на Звездной улице, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, заброшенном со времен Второй интифады – палестинского восстания против Израиля. После парада с участием Санта-Клауса, больших кукол и танцоров, десятки продавцов открыли свои лавки на рынке. Библейская улица является одним из пунктов христианского паломнического маршрута, который отмечается как часть пути Марии и Иосифа во время их поездки в Вифлеем. После Второй интифады и последовавших за коронавирусом ограничений улица оказалась заброшенной, а ее фирменные зеленые витрины были закрыты ставнями, пока рождественский рынок не оживил ее. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Субсидию на капитальный ремонт получат 11 школ Якутска. Это Саха-политехнический лицей, Якутская городская национальная гимназия, школы номер 20, 10, 21, 23, 27, 31, 33, 36, а также Мархинская школа номер 1. На эти цели Якутия получит субсидию в размере почти 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение всех школ. В программу входит не только капитальный ремонт, но и оснащение школ мебелью и оборудованием. Напомним, что в июне Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские образовательные учреждения. Центры дневного пребывания могут стать той помощью, которая необходима родителям и усыновителям детей с инвалидностью. Поэтому следует рассмотреть возможность их создания, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Уполномоченный по правам ребенка также высказала мнение по законопроекту о распределенной опеке. По словам Львовой и Беловой, этот закон необходимо рассматривать, так как принять его не могут уже несколько лет. При этом важно с особой тщательностью рассмотреть вопрос имущественных прав детей с инвалидностью, чтобы они не становились жертвами мошенников. В республике начались мероприятия по регулированию численности волков. Сегодня в Якутии насчитывается более 3000 животных. Из них, по информации районных инспекторов, более 1000 хищных зверей находятся вблизи населенных пунктов и коневодческих хозяйств. Больше всего волков обитает в Алданском, Вилюйском и Заречных районах. На сегодняшний день волками затравлено 118 лошадей и более 550 тысяч голов оленя. Для регулирования численности хищника созданы бригады волчатников. Выделено 2 миллиона рублей. По данным ученых, травеж ежегодно охотничьих ресурсов превышает более 200 миллионов. Это очень серьезная цифра, поэтому в настоящее время ведется усиленное регулирование. Выделяются средства на регулирование численности волков. Например, дирекция в этом году, в 2021 году 2 миллиона получила на регулирование на средства, которые были созданы 25 специализированных бригад и 2 мобильные бригады. Охотник, добывший волка, сдает шкуру добытого волка в заготовительную организацию, и который перечисляет охотнику премию в размере 20 тысяч рублей. Это за взрослого волка и 5000 за волчонка. К этому часу это все новости. Коллеги, я возвращаю вам слово. Спасибо, Сергей. Чем ближе к новогодним праздникам, тем у нас чувствуется больше праздничное настроение. Сейчас у нас есть еще поздравления с днем рождения от имени всего коллектива детского сада «Ромашка» города Покровск. Хотим поздравить нашего руководителя, заведующую детским садом Марину Николаевну Косточкину. С днем рождения! Желаем бодрого здоровья, терпения, оптимизма, успехов и благополучия вам и вашим родным и близким. Мы вас любим и уважаем. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и двигаемся далее. А в Якутске завершился межрегиональный конкурс «Женский голос Арктики». Организаторы конкурса получили более 100 заявок из 8 регионов России. О том, как проходил конкурс и какой он, «Женский голос Арктики», мы поговорим сегодня с нашей гостьей Надеждой Варламовой, лауреат второй степени межрегионального конкурса «Женский голос Арктики». Доброе утро. Доброе утро. Надежда, расскажите об этом медиапроекте и как проходил конкурс.
Конкурс проходил с 15 октября этого года по 15 ноября. Это был этап сбора заявок. Поступило ровно 103 заявки из, как вы сказали, из 8 регионов, и я была в том числе. И я была очень рада быть среди таких творческих, ярких представительниц коренных народов Севера и жителей регионов. И конкурс запомнился мне тем, что он имел несколько этапов, и упор был сделан на то, чтобы показать свое не только творчество, да, но и свою личную активную позицию. Среди участников было много преподавателей. Также я сама являюсь преподавателем Якутского музыкального колледжа, фольклорного отделения. И для меня это была отличная возможность рассказать на такую большую, широкую аудиторию, чем я лично занимаюсь и чем занимается наше фольклорное отделение, какой свой вклад в сохранение языка и культуры народов мы вносим. То есть как раз-таки ваша профессия, ваша работа, она и помогла вам как раз-таки в участии еще в этом конкурсе? Я считаю, да, и поскольку мне нужно... Я хочу сказать, что мне еще помогло, видимо, то, что я знаю много иностранных языков. Я сама являюсь по первому образованию переводчиком, преподавателем английского языка. И также я владею английским, китайским, французским языками. И всю жизнь, как я себя помню, я всегда чему-то обучаюсь новому. Сейчас я являюсь студенткой 2-го курса магистратуры. Программа наша очень интересная, называется «Конвергенция». Это культура цифровую эпоху. Программа преподается на английском языке. Это Северо-Восточный федеральный университет. Кафедра это Институт языка и народов Северо-Востока России. Также я закончила 1-й курс магистратуры программы двойного диплома между университетами Пари-Сакле и нашим юридическим факультетом. Программа «Арктическая». А как сейчас звучит тема Арктики? Как вы связаны с этим? Арктика в моей работе, она звучит так, что кроме как якутских песен, русских народных и обрядовых, скажем так, белорусских, и украинских песен, которые мы обучаем в цикле ансамблевого пения, постановки голоса, которые я преподаю, мы обязательно включаем в программу песни народов Севера. Поскольку у нас есть выходцы из арктических улусов, у нас на финале конкурса меня очень поддержала наша студентка Дарина Слепцова. Она исполнила традиционный северный танец. Надежда, большое вам спасибо. Еще раз Спасибо, поздравляем мы вас. вас поздравляем от всей души. Спасибо. И вот на такой замечательной